несмотря на почему мы здесь, вот почему говорим об отчетности. И первое, это то, что надо посмотреть на Парижское соглашение. И общая идея Парижского соглашения – это непрерывный, долгосрочный процесс, в котором мы смотрим на то, как страны, предполагается, будут реализовывать, и мы смотрим на стадию планирования. И вот этот этап планирования, он начинается с АНУФ, с определяем национальным вкладом и в рамках статьи из Парижского соглашения. И поэтому необходимо проводить также отчеты по адаптации, по финансированию. И это вот этап или стадия планирования. И видите, у нас есть среднесрочная цель по температуре, соглашение Парижское. Это 3 шага, по которым мы должны идти. Первое – планирование от стран, затем мы переходим к фазе реализации от стран, где они объединяются, действия по адаптации, по смягчению и так далее. И вот этот цикл, да, это вот необходимо проводить постоянно обзор. И поэтому мы говорим также о РРП, глобальном анализе. И вот этот цикл вот так завершается. Вы планируете, реализуете, а затем надо отчитаться, и информацию, которую вы предоставляете, необходимо проанализировать, оценить. Это вот такой I вот think I'm цикл. changing only that slide. Да, я могу только вот те слайды поменять, которые на английском языке, да? Поинтер работает для них только. Хорошо. Ну, давайте посмотрим больше на вот эти идеи, что находится за и как этот процесс работает. И вот РРП и ОНУФ, они связаны между ОНУФ и также РРП и глобальном анализе. И мы рассмотрим, что ОНУФы готовят страны для реализации, подготовки, коммуникации их. И следующие, которые будут подготовлены, это будет февраль следующего года. И, конечно, предстоит много работы странам для того, чтобы они подготовили новые ОНУФ. И глобальный анализ в Дубае, вот на последней конференции сторон проходил, и следующий через 5 лет будет проходить глобальный анализ. А за этот период времени у нас есть РРП, это расширенная рамка прозрачности, которая дает возможность подготовить стране отчет о прозрачности. А он через 2 года готовится периодичностью, и поэтому надо создать этот процесс, который начинается с декабря 2024 года и с первой подачи этого двустороннего отчета БТР, и затем это двухгодичный отчет по прозрачности, и затем уже мы определяем, как страны реализуют АНУФ, и что, какие выбросы сторон, и какая информация вот они предоставляют по поддержке, которую они либо получают, либо предоставляют. И это общий обзор, как этот цикл завершается от процесса, начиная с АНУФа, затем с РРП и затем глобального анализа. И вот здесь такой общий обзор каждые 5 лет проводится, чтобы видеть, как мир добивается прогресса, вот, предоставляя отчетность от каждой из сторон. И это все завершается глобальным анализом. И немного я хотел бы сказать о разнице, вот, какие требования должны и какие надо, да. И вот когда мы говорим о вопросах, которые касаются МПГ, это это когда мы говорим после Парижа, у нас было на конференции сторон, в Катовице проходило мероприятие по МПГ, и там есть разные наборы или пакеты требований. Некоторые из них относятся ко всем сторон, и вы можете увидеть на экране это требование как бы обязательное к отчетности. Это вот национальные инвентаризации по парниковым газам, выбросы. Это то, что вот должны быть вот обязательно для всех стран такие отчеты. И затем все стороны
конференции, они должны также отчитываться. И вот это более сильное обязательство, очень важное обязательство для большинства стран, чтобы они показывали воздействие изменения климата и также митигация, смягчение, показать прогресс в реализации АНУФ. И вот требования это по инвентаризации и прогресс по АНУФа, как стороны прогрессируют в реализации АНУФа. А вот есть это shall по-английски, а should это опять для всех сторон, которые должны по адаптации и по воздействию от изменения климата. И посмотрев на другую сторону слайда, вы видите, что есть стороны развитые, и у них тоже есть сильные требования, чтобы они отчитывались о поддержке, которую они предоставляют другим странам. И когда мы говорим о финансовой поддержке, технологии и наращивании потенциала, и это очень сильные требования для развитых стран, чтобы они отчитывались о той поддержке, которую они предоставляют. И также очень важно для развивающихся стран отчитываться в это время о той же поддержке, которую они получили и которая необходима. И я здесь пока остановлюсь на минуту, чтобы вы поняли, и потом я вернусь позже в своей презентации к этому. Очень важно делиться миром, потребностями стран, чтобы мир знал, что это вот не обязательно, никто не придет и не скажет, вот вы не предоставили это, да, но это одна из ключевых сфер, что стороны должны предоставлять, потому что это важно для развитых стран, для доноров, также институциональных, для финансовых международных институтов, чтобы они видели потребности стран, особенно когда мы говорим о развивающихся странах. И я уже объяснил вам МПГ, это условия, процедуры и руководство. И мы видим вот по РРП и в Катовице решения были приняты. Это вы увидите в документе. Если вы посмотрите в этот документ, увидите решения, и там рассматриваются разные аспекты. Вот, они отделены по предметам. И вот есть раздел, который касается национальной инвентаризации, отчетности об инвентаризации. Есть очень много информации о том, что предполагается, что стороны предоставят, отчетность какая, какие требования. И другой раздел показывает прогресс, достигнутый вот, вот по АНУФа, какие достигнуты цели. И также отдельный раздел есть по воздействию изменения климата, адаптации к изменению климата. И, как я говорил уже ранее, есть два раздела. Один– это для стран, которые предоставят помощь, поддержку, финансовую, технологическую, наращивание потенциала, то, что они предоставляют, мобилизуют ресурсы, а другое– это то, что влияет на страны развивающиеся. Они будут отчитываться о той поддержке, которая им необходима и которую они получили. И также есть детальное объяснение, и также предоставляется информация по обзорам, которые провели эксперты. Это после отчетности будет следующий шаг, вот анализ, да, и там смотрится многосторонний прогресс. Это заключительный этап, итоговый в реализации РРП. И это вы увидите в следующем слайде. Да, и это мы говорим об РРП, и это становится вот это посвящено, вот как раз-таки наши 3 дня мероприятия посвящено этим вопросам. И мы будем рассматривать этот цикл, который надо закрывать. И мы начинаем с отчетности. И вот мы сейчас находимся в этой фазе сейчас. Многие страны на этапе отчетности. И вот это запрос, вот запрос делается на подготовку БТР 31 декабря этого года. И это двухгодичный отчетный документ, и здесь смотрятся выбросы парниковых газов, политика стран в этом направлении, прогнозы по выбросам, прогресс, который достигается.
планы, которые стороны объединяют, воздействие, адаптация, все необходимо вот отразить в БТР. И также надо быть более конкретными. И важно также быть, как бы рассматривать со всех сторон комплексно, вот, чтобы этот отчет включал эти все вопросы. Первый БТР в истории, который готовится, будет рассматриваться как первый БТР. И если мы посмотрим на то, что сделали развитые страны за последние 20, 25, 30 лет, и вот первый отчет, который они предоставили, может быть, 25 лет назад, и увидите то же самое. Вы увидите, что первые отчеты. Это были первая попытка, это первое то, что стороны сделали. И поэтому вам не надо беспокоиться, что он не будет идеальным отчет, потому что очень важно просто дать разъяснение. И вот это мы должны и продолжаем говорить. Важно отчитываться, важно также, конечно, и содержание отчета, но отчет не может быть идеален, да. Конечно, время необходимо, для того, чтобы улучшать, совершенствовать его. И вот вы увидите следующий слайд, посвященный этому. Это вот первая часть цикла, отчетность, но это не итоговая, не заключительная часть. И еще два этапа есть. Это обзор информации, анализ информации. И вот на этой неделе мы начинаем, так как мы говорим, у нас есть коллеги вместе с международными независимыми экспертами в Андоре. И Андора– это была первая страна, которая представила БТР, двухгодичный отчет секретариат. И в настоящий момент обзор проводится первого БТР на этой неделе в Андоре. И наши коллеги там находятся, и они выполняют то, что будет сделано и в других странах. И все БТР, которые будут подаваться в секретариат, они будут рассматриваться, анализироваться. И потом, пока мы здесь находимся, мы обсудим, что надо будет международных экспертов привести, которые будут обучать, покажут и проведут как бы экзамены, как надо готовить эти обзоры, и привезут в страны, и вместе они будут сидеть с экспертами, которые будут готовить БТР, и будут смотреть на цифры, на информацию, которая предоставляется, будут обсуждать вместе вопросы для того, чтобы быть уверенными, что это комплексный обзор БТР будет проведен. Затем этот процесс касается самого отчета. И вот, но на этом тоже не завершается история. Мы видим еще один шаг в этом цикле. Это рассматривается рассмотрение отчета. И вот идея касается рассмотрения, это не является чем-то новым. Этот процесс уже работал по конвенции и в какой-то степени в рамках Киотского протокола. И это процесс, это то, что очень важно для стран. Это вот тот путь или способ, как вы делитесь опытом, наилучшей передовой практикой, извлеченными уроками с другими сторонами. И как это делается? Это идут климатические переговоры, там выделяется время, место для стран, чтобы они представили презентацию, выступили с презентацией своего отчета и также обзорами отчетов, и другие страны будут взаимодействовать, будут задавать вопросы, реагировать на эти вопросы, отвечать. Это такой живой процесс. И у вас не будет просто как бы группа экспертов, которые будут задавать вопросы и проводить обзор. Нет, другие страны, стороны будут сидеть в аудитории, в зале, как сейчас здесь, и они будут принимать участие в этом обзоре коллективном. Вот, давайте посмотрим на фундаментальные принципы РРП. Я покажу вам их все вместе. И у нас есть 5 принципов, 5 фундаментальных принципов. И я уже несколько раз упоминал сейчас, это не является чем-то новым. Для многих стран, я думаю, что
Да, и я думаю, что для большинства стран, можно сказать, это не является чем-то новым. Вот так или по-другому страны отчитывались по климатической конвенции, в секретариат конвенции, либо через национальные отчеты, или двусторонние обновленные отчеты, или отчеты по выбросам парниковых газов. До этого уже такие работы проводились, и это продолжение. И требования по Парижскому соглашению, она не отличается. И, конечно же, процесс будет для каждой страны вот, аналогичный вот, через каждые 2 года с периодичностью. И первый принцип, который мы создали, и мы опираемся на расширение, усиление тех вещей, которые мы сделали уже. И второе, я упоминал, что это непрерывное улучшение. И каждые 2 года следующий БТР будет лучше. Каждым разом совершенствуется работа. И процесс отчетности, потому что это является одним из ключевых направлений, где я хотел бы сделать ясным для сторон. Что стороны, что стороны привлекали консультантов и получали поддержку от различных агентств. Консультанты проходят, помогают в составлении национальных отчетов и, там, и в составлении докладов о транспарентности. Но видите, это практика разовая, да, одна не будет носить характер систематически устойчивого, поэтому гораздо большее значение имеет наращивание потенциала внутри страны. И вот в Парижском соглашении не предусмотрено каких-либо жестких требований к институциональной конфигурации, но при этом странам необходимо сообщить информацию э, с- о своей институциональном построении. Что здесь подразумевается? По сути, здесь речь идет об описании той, тех институтов, которые используются для подготовки отчетов, вот этих ежегодных, точнее, двухгодичных докладов о транспарентности. В некоторых странах институциональная конфигурация простая. Там министерство взаимодействует друг с другом, информационное взаимодействие налажено, информация поступает в Министерство по охране окружающей среды, и которая уже на основе собираемой информации, получаемой информации, производит расчеты, необходимые расчеты, но в некоторых странах ситуация не такая простая. В некоторых странах потребуется отдельное распоряжение правительства, в некоторых даже потребуется и принятие закона страны, который будет регулировать порядок информационного взаимодействия. И это приобретает особую важность, потому что перед вами теперь стоит задача, да, каждые 2 года представляете доклад о транспарентности. И, и вам необходимо в вашей стране обеспечить наличие такой институциональной инфраструктуры, которая сможет поддержать этот процесс, чтобы отчет мы могли это готовить, отчет мы могли готовить с регулярностью раз в 2 года, а не то, чтобы как в прошлом, да, разовый отчет приготовить или приготовить отчет вот сейчас, а потом следующий отчет приготовить через 4 года или там, когда там отчет будет готов. Сейчас рамки становятся гораздо более четко ограниченными. То есть как только вы отправите ваш первый двухгодичный доклад о транспарентности, вам сразу же нужно будет приступать к подготовке вашего следующего доклада о транспарентности, потому что объем времени, который необходим на подготовку таких докладов, он такой значительный. И поэтому у вас цикл должен быть непрерывный, цикл непрерывного совершенствования. И цикл непрерывного совершенствования возможен только если у вас есть надлежащая институциональная инфраструктура. И об этом мы еще позднее поговорим. Если вы хотите сформировать, например, ваш кадастр выбросов парниковых газов, то первым органом, с которым вам нужно будет обратиться за информацией, это национальный статистический орган. Я не знаю, есть ли здесь представители национального статистического органа Кыргызской республики, но тем не менее у нацоргана по статистике вы получите где-то 60, 70, может быть, 80% необходимой информации для составления кадастра парниковых газов. Но при этом
Также вам необходимо помнить, да, что национальные органы статистики, они не всегда, не везде имеют достаточного финансирования, у них имеется своя специфика проблем, не рассчитывайте на то, что они вам дадут весь объем информации. И зачастую дело не в том, что они не хотят сами делиться информацией, а часто бывает так, что они просто не располагают такой информацией. Приведу вот два простых примера. Вам нужно будет представлять в информацию о выбросах сектора транспорта. Ну, в первую очередь, вы пойдете в сектор, вы пойдете в нацстатком, и вам запросите информацию по количеству транспортных средств. Этой информации недостаточно, но та информация, которая у них есть. Для того, чтобы, на основе этой информации рассчитать, более подробные сведения о выбросах парниковых газов, вам нужно будет иметь более подробную информацию о объеме двигателей, о возрасте машин. И в таких случаях вы, как правило, пойдете в орган, который занимается регистрацией автомобильных транспортных средств. И в таких органах, органах по регистрации транспортных средств, как правило, будет статистика по объему двигателей, по году выпуска. Это вот один пример того, как можно получить информацию. Второй пример. А, а, Второй пример это газы второй группы, да, фторуглероды, например. Во многих случаях вы обнаружите, что национальные статистические органы не ведут сбор информации по фторуглеродам, потому что для них это особенно не связано с основной целью их, с основной миссией, а для вас наличие такой информации играет особую важность. Поэтому, если вы, например, в вашей стране не ведете сбора отчетности по фторуглеродам, это очень характерная информация, очень характерная ситуация для развивающихся стран. И фторуглероды, если вы не производите у себя в стране, да, то чаще всего вы фторуглероды вы ввозите в вашу страну. И вот если вы обратитесь к вашей таможенной службе, вы с удивлением обнаружите информацию о тех видах газов, которые ввозятся в вашу страну, и вам нужно будет на основе этой информации, имеющейся номенклатуру ввозимых газов, рассчитать, как эти газы используются в вашей стране. И вот э, и меня как-то попросили выступить с ответом на этот вопрос на мероприятии, которое проходило в Баку. Вопрос касался того, что если у нас вот серия данных, которая у нас есть, она прерывистая, не за все периоды. У нас есть, например, с 90-го года у нас нету всего массива данных. Что можно сделать? Э, И вот странам теперь необходимо использовать методологию а, МГИК 2006 года, и в методологии МГИК 2006 года там как раз содержится рекомендация о том, как рассчитать данные по пропущенным годам, например. Но мои коллеги будут более подробно об этом говорить в своих выступлениях, но вот эти инструменты отчетности, эти инструменты отчетности, как бы это сформулировать, то есть формирование инструментов отчетности пока еще ведется. То есть они не достигли окончательного вида, и, но при этом это не должно мешать или препятствовать вам тому, чтобы уже приступали к своей работе по представлению ваших отчетов, по вашим выбросам, по вашим выбросам. Да, инструменты, конечно, будут появляться и меняться, обновляться, но самое главное, чтобы процесс составления отчетности уже начинался. То есть вам не следует дожидаться инструментов, которые появятся вот в конце июня, и по вновь разработанным инструментам будут проводиться тренинги, аналогично вот этому, как использовать вновь разработанный инструмент, но самое главное, расчет необходимо начинать уже сейчас. И вот возвращаясь к основной философии расширенных рамок транспарентности или расширенных рамок прозрачности, основная идея, основной замысел заключается в цикле непрерывного совершенствования. И вот в Парижском соглашении присутствует один принцип, упоминается один принцип гибкости. Принцип гибкости, который предоставляется развивающимся странам при необходимости. И вот мои коллеги будут говорить о технических аспектах
расчета кадастра парниковых газов, буду говорить о специфике расчета ООН-УНУФ. Я не буду углубляться в их тему, об этом пусть они сами расскажут прекрасно и без меня. Но вот что бы я хотел бы отметить. Поддержка развивающимся странам по данному направлению будет предоставляться по линии различных агентств ООН, в том числе работа на мировом уровне ведется для того, чтобы помочь всем странам-участникам рамочной конвенции составлять качественные отчеты о транспарентности. И вот в этом контексте мы как раз и присутствуем здесь, в Кыргызстане. Именно в этих целях присутствуем здесь, на региональном мероприятии. И принципы гибкости, то есть первый принцип – это принцип непрерывного совершенствования, и принцип гибкости – это основополагающие принципы, которые нам необходимо иметь в виду. И вот здесь можно посмотреть, что вот у нас есть страны, которые находятся на разных этапах эволюции, но самое главное, чтобы со временем вот эта эволюция возможностей и способностей стран, чтобы они со временем смогли выполнять один и тот же уровень стандартов. То есть в определенной точке в будущем страны достигнут единого уровня стандартов. Даже вот тут принцип гибкости, который был заложен в принципы реализации ам, а, рамочных основ транспарентности, этот принцип гибкости, он со временем будет сокращаться. Может быть, первой итерации, в рамках первого двухгодичного доклада о транспарентности там будет предусмотрен определенный объем гибкости, но в последующих циклах составления докладов о прозрачности гибкость будет сокращаться, потому что потенциал стран в части составления отчетов, он будет наращиваться, э, и соответствующая гибкость, она уже более не будет требоваться. И мы рассматриваем принцип гибкости как в отношении охвата отчетности, то есть как в части номенклатуры э, парниковых газов. Там и для развивающих стран достаточно только представить информацию по метану, по диоксиду углерода и, перекись водорода. Это два основных газа. А что касается фторов или фторуглеродов, то по ним предоставляется нужная гибкость. То же самое представляется гибкость по частоте составления отчетов. Все вот эти аспекты, отчета, точнее, по остальным аспектам странам предоставляется гибкость. И более подробно о том, какая степень гибкости предлагается развивающимся странам, об этом поговорят мои коллеги в ходе утренних докладов. И вот что касается преимуществ расширенных рамок обеспечения прозрачности, то их несколько. И нужно здесь задать себе вопрос, да, для чего мы занимаемся вообще этими рамочными рамками для обеспечения прозрачности. И мы занимаемся этим не только, да, для того, чтобы создавать лишнюю работу для наших коллег из Министерства по охране природы. Там на самом деле есть и преимущества, которые получает страна в целом. Во-первых, первым преимуществом является то, что мы называем политическим признанием. У нас вот с нами присутствовал его превосходительство министр. Министр говорил о важности инструментов, говорил о важности расширенных рамок для обеспечения прозрачности. И очень важно, чтобы во всех странах вот политический диалог достигал такого уровня, что он велся на уровне министров. У нас также были случаи, когда на мероприятиях, проводимых после конференции сторон, к нам на мероприятия приходили даже не просто министры, а и целые президенты. То есть эта тема достигла уже такого уровня обсуждения. Это важно и это важное преимущество, которое дают расширенные рамки обеспечения прозрачности, они дают вот это необходимое политическое признание. Кроме того, преимуществом расширенных рамок для обеспечения прозрачности является сформирование более качественной основы для формирования государственной политики. То есть, если вы хотите, чтобы у вас принимались качественные государственные решения, вам необходимо, чтобы на входе этого процесса принятия решений у вас поступала качественная информация. Вам нужна качественная информация. И для развивающихся стран, наверное, самым важным в этой связи является доступ к поддержке. Я неоднократно говорил о том, что очень часто или очень сложно пойти к донору
будь то это донор как страна, или банк развития, или как какой-нибудь частный донор, очень сложно подойти и сказать, что нам нужна помощь. Первый же вопрос, который вам зададут, помощь в связи с чем вам нужна? Покажите нам, для чего вам нужна эта помощь. Ну, вы можете, конечно, показать, да, нам нужна помощь в сокращении выбросов в секторе транспорта, раз мы уже говорили о секторе транспорта. И донор может вам задать вопрос. А какой ваш текущий объем выбросов? Насколько вы хотите его сократить? Как вы хотите этого достигнуть? То есть, что я хотел проиллюстрировать, да? Этот процесс, он невозможен без качественных данных, лежащих в его основе. И эти данные, они не только для отчетности. И если эти отчеты, двухгодичные отчеты, они составляются не только ради цели отчетности. У этого процесса есть и вполне осязаемые вполне осязаемая польза и преимущество в частности, пользой и преимуществом является наращивание внутреннего национального потенциала. Я вот представляю, я из страны, где 20 лет назад никакого потенциала не было, но процесс тронулся, и потенциал начал наращиваться. Как самое главное, чтобы министр осознавал важность этого процесса и обеспечил необходимые ресурсы для этого процесса, чтобы было надлежащее взаимодействие с органом по статистике, с Министерством сельского хозяйства, с другими министерствами, будет расти понимание того, что это важная тема, что очень важно мгм, для того, чтобы м, они осознали, какую роль играет сектор транспорта. И, и в этой связи очень важно как раз поднимать осведомленность. Это преимущество на национальном уровне. Давайте рассмотрим теперь преимущество на международном уровне. Вот принятие участия в таком процессе, в процессе представления докладов о транспарентности у нас на основе расширенных рамок. Ну, во-первых, это способствует развитию доверия между странами. То есть у нас будут страны из вашего региона, страны из других регионов, которые будут представлять свои отчеты. И это сформирует базу данных по всем странам. И страны начнут больше доверять друг другу. Я, я неоднократно об этом говорю, что ОНУВы– это те планы, которые страны сами сформировали. Да? Никто не навязывал Кыргызстану формирование своих ОНУВов. Это было решение, которое было принято Кыргызстаном, ну или если речь идет о других странах, то э, решение принято такими соответствующими другими странами о том, что мы хотим предпринять для того, чтобы соответствовать целям Парижского соглашения. Но вот теперь необходимо показать, что вы предприняли для достижения, для достижения ваших ОНУВов. То есть первым этапом было это ваши планы, да, то есть планы это ОНУВы. Вы говорите, что мы хотим достигнуть этих ОНУВ, а потом уже на основе расширенных рамок прозрачности, расширенных рамок для обеспечения прозрачности, вам нужно будет показать, как вы ведете работу по достижению того вклада, того ОНУВа, который вы установили. И потом у вас будет возможность сопоставить свою работу с работой других стран. И вы сможете для себя также отслеживать то, насколько успешно вы достигаете своих целей. И именно поэтому у нас проводится глобальная инвентаризация, глобальный анализ выбросов, чтобы лучше понять, в каком направлении мы двигаемся. И вот, глядя на результаты последних анализов, можно сказать, что у нас многие вещи требуют дополнительного внимания. И для того, чтобы лучше сконцентрировать наши усилия, необходимо иметь информацию. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо сказать, да, что нам нужно делать больше или активизировать работу, это все, конечно, хорошо, но нужно знать, по каким конкретным направлениям необходимо активизировать работу. А для этого нам необходимо иметь качественную информационную основу. И у нас будет два раунда двухгодичных докладов о транспарентности до следующего раунда глобального анализа. То есть к моменту следующего глобального анализа у нас будут уже в багаже данные двухгодичных докладов о транспарентности. И вот мы здесь как раз разговор подходит к важности приоритизации
То есть есть различные доноры, которые готовы предоставлять поддержку странам, но те страны, у которых будет лучше, более качественная информация, страны, у которых будет лучшее понимание специфики своих потребностей, эти страны будут получать больше поддержки. То есть имейте, пожалуйста, в виду, что за имеющиеся ресурсы в мировом масштабе будет конкуренция между различными странами. И в этой конкурентной борьбе за ресурсы будут побеждать те страны, которые смогут более качественно обосновать свои потребности. И вот это информация, о которой мой коллега Нашиб будет говорить более подробно сегодня и, может быть, завтра. Информация о том, как, как вот эти таблицы отчетности связаны вот с основными инструментами, вы увидите, что Нашиб он вам более подробно расскажет о том, как все это взаимодействует, но я вам просто хотел привести это как иллюстрацию того, что часть, вот, касающаяся отчетности, там на самом деле довольно сложная работа со своими нюансами. Там, по-моему, всего, там только по выбросам 65 таблиц. То есть, но мы с помощью новых инструментов постарались упростить все-таки, в максимально возможной степени упростить работу, чтобы пользователям было проще. Я не буду здесь забегать вперед, мои коллеги тем более будут недовольны, если я буду делиться спойлерами их презентации, поэтому я вот просто это упомяну вскользь, но имейте, пожалуйста, в виду, я вот сделаю такой анонс. Аналогичным образом у нас есть табличные форматы для отслеживания хода исполнения работ, и вы увидите это и в эту и вот вы увидите также и в последнем наборе таблиц. Всего у нас, по-моему, по всем трем наборам данных у нас порядка 80 или 85 таблиц, то есть да, объем информации, которую необходимо представлять в отчетах, он большой, да, это большая нагрузка для стран, но мы, понимая это, мы также разработали инструменты, которые призваны облегчить вашу работу. Что касается структуры двухгодичного доклада о транспарентности, то вам необходимо будет представлять не только данные, информацию, таблицы. Самая важная часть и самая важная, наверное, часть двухгодичного доклада транспарентности – это повествовательная часть. То есть это текст, который сопровождает вот эти таблицы, вот эти ваши расчеты. И вот слева вы видите структуру двухгодичного доклада по обеспечению прозрачности. Как я уже говорил, начинается с национального кадастра парниковых газов, представительное описание в реализации достижения национальных вкладов, э, и также, и также прочая информация, необходимая для... Это те вещи, которые надо рассматривать совместно. И затем у нас есть гибкость, улучшение отчета в приложении. Это все относится к нашему двустороннему отчету о прозрачности ДОПу. Это все включается в решение. Также есть НИД, национальный инвентаризационный документ, включает исполнительное резюме, и также национальные обстоятельства, институциональные договоренности. И как бы это сказать, идея заключается в том, чтобы вот она вот не описана в Парижском соглашении, что нет какого-то конкретного пакета договоренностей, которые бы подходили бы для всех стран. В некоторых странах, и я думаю, дам вам приведу два примера. Например, Финляндия. И это наиболее продвинутая страна в отношении институциональных структур. И они решили, что Национальный статистический орган является агентством, которое отвечает за расчеты и отчеты по выбросам. И они рассматривают на статистический комитет, вот, потому что информация в основном собирается в статистическом органе. И они решили, что статистический орган это будет тот, который отвечает. И отвечает не только за расчетные выбросы, но также и отчитывается в секретариат РКИКОН. Но это одна страна. Также Турция думает, что
предстоит больше работы в процессе статистического органа, и это также схоже с Турцией. А другие страны, например, в других странах, в большинстве других стран, либо Министерство окружающей среды или Агентство по окружающей среде отвечает за расчеты выбросов и для того, чтобы отчитываться в секретариат РКИК. И мы видим, что вещи, они по-разному представлены. И в некоторых странах есть национальные комиссии по изменению климата, и в которых основное министерство принимает участие, и есть разные пути работы совместно. А в некоторых странах они работают на основе меморандума взаимопонимания или и даже в некоторых странах есть законы о том, как работа, и вот как вот эта договоренность и механизмы должны работать. И опять я хотела бы сказать, что это у нас все отражено в национальном инвентаризационном документе, выбросы, и также там разделы один за одним, за другим, и мой коллега покажет, как эти сектора используются через новые инструменты. И затем на основе той информации, которую включаете в новые инструменты, у вас есть отчеты, и вы должны объяснить, что стоит за этими цифрами. И за каждым набором данных, которые вы высылаете, должно быть повествование, вы объясняете, пояснение. А это касается комплексной отчетности в BTR. И здесь вы видите на слайде, что же происходит до настоящего времени. Например, страны, они должны были отчитываться о выбросах парниковых газов, национальные отчеты. И с левой стороны развитые страны, с правой стороны мы видим развивающие страны, которые тоже должны отчитываться по национальным отчетам, обзорам и БТР. И вы видите, какие разные аспекты запрашивались до настоящего времени в разных отчетах. И вы видите, например, национальные обстоятельства до настоящего времени только требовалось только от развитых стран, чтобы они отчитывались. А теперь БТР есть требования для всех. И то же самое касается и целевых задач, и прогресса, которого достигли. До этого только в БТР это требовалось от развитых стран. А опять же, теперь это требуется, является частью этого БТР, двухгодичного отчета о прозрачности. И политики, меры также запрашивали от развивающихся стран. Это не было чем-то новым, потому что и просили, чтобы эту информацию они предоставляли. Но в отношении прогноза для развивающихся стран до этого не было, только касалось развитых стран. И когда мы смотрим на финансовые технологии и наращивание потенциала, то, что необходимо, и то, что получается, это в основном было частью развивающихся стран, и БТР должно также это все объясняться, и также касается и развитых стран, они также должны отчитываться, и они будут продолжать отчитываться. И другие вещи, которые касаются адаптации, как вы можете здесь видеть, здесь становится все ясно в БТР по воздействию и адаптации. Здесь должно быть предоставлено странами, это должно быть как бы требование должно, а остальные вещи, они уже просто докладываются. И Red Plus– это то, что будет запрашиваться от стран, которые используют этот Red Plus процессы обезлесивания и восстановления лесов. Переходя медленно к части инструментов отчетности. И вот эти инструменты отчетности, которые вы будете изучать в следующие несколько дней, они не относятся к процессу. Это как бы взаимосвязь за инструментами обзора, процедура, программами по наращиванию потенциалов для экспортов и также технические эксперты
которые отчитываются и проводят международный анализ, обзор. Как я говорил ранее, все отчеты необходимо их просматривать, изучать. И вот некоторые за столом сидящие тоже будут проводить обзор. А как вы, если вы принимаете участие в тренинге, сдадите экзамен, и вы будете вот как бы оценщиками, будете проводить обзор, к вам будут обращаться, что вы поехали в ту или иную страну, это будет как бы выборка случайная, выбирать вас будут, например, в Кыргызстан, вот, например, вы из Кыргызстана, вас отправят в Андорру или Швейцарию проводить обзор. Таким образом это работает. Вы будете независимыми экспертами, которые будут проводить вот этот обзор и вот этих БТР других стран, двухгодичные отчеты о прозрачности, потому что нам нужны эксперты. Как только вы сможете выполнять эту работу, вот, проведете, будете участвовать в тренингах, сдадите экзамены и потом становитесь вот этими оценщиками. Это очень важно, потому что можете задать вопрос, почему некоторые из стран и даже в вашем регионе, например, я хотела бы дать пример. Пример Молдова. Молдова достаточно продвинутая страна в отношении отчетности, потому что у них 5 или 6 экспертов, которые участвуют на регулярной основе в обзорах, потому что такого рода обзоры, они тоже происходят и для развитых стран до настоящего времени. И развитые страны, они отчитываются по инвентаризации национальной по парниковым газам, а также национальные отчеты. И вот все эти документы, они оцениваются. И эксперты из развивающихся стран приглашаются, чтобы они проводили обзоры отчетов развитых стран. И они возвращаются домой и говорят, мы тоже можем эту работу сделать. И поэтому я дал пример, привел Молдову, что они достаточно продвинуты, и я более чем уверен, что они смогут готовить двухгодичные отчеты по прозрачности и другие национальные инвентаризационные отчеты, потому что у них уже есть опыт проведения обзора отчетов в таких же других странах, развитых стран. И поэтому очень важно быть таким оценщиком, потому что вы не едете и проводите проверку другой страны, а вы тоже учитесь, вы разговариваете с другими людьми, которые готовили эти БТР или отчеты по выбросам парниковых газов, и вы взаимодействуете с другими сторонами, другими коллегами со всего мира, и таким образом вы также улучшаете свои знания, приезжаете домой и говорите, о, я видел вот это сельскохозяйственный сектор, вот эта страна, например, использует более высокого уровня методологию, они используют, например, данные по разным видам коров, и, может быть, мы тоже можем такое использовать, и мы посмотрим на эти данные, и вы можете удивиться, но вы увидите, что у вас есть такие данные, надо просто ими пользоваться. И это вот таким образом работает с экспертами. Как вот эксперты становятся затем оценщиками, которыми проводят обзор. И вот этот процесс, это так вот, как улучшение достигается, и как получаете пользу, выгоду. И вот этот обзор, он не является как бы наказанием для страны. И мы прошли этот момент. Я помню впервые, и я из Румынии, вот сам родом, и мы, когда представили первый отчет секретариата, и мы попросили, чтобы вот нас провели эту оценку. Первый раз мы отчитывались, мы не знали, как это будет, 20 лет назад это было. И в тот момент, когда мы вот получили признание, эксперт приехал в Румынию, проверял отчет по инвентаризации парниковых газов. И я помню последний день вот данного обзора, это обзор проходил целую неделю, а затем в конце, вот последний день, дают рекомендации стороне, что надо делать. И я помню, последний день был, и мы пригласили государственного секретариата, вот как из министерства, как заместитель министра, и чтобы увидел итоговые результаты, и директора из министерства пришли. И когда это первый раз мы отчитывали, и было, конечно, много таких вопросов, и эксперты выставили презентацию, где на этой презентации они показали проблемы, и первая реакция вот от лиц высшего
высшего эшелона и сказали, вы не делаете хорошо работу, видите, сколько проблем, но так не должно проходить. Люди должны понимать, что эксперты приезжают для того, чтобы представить улучшения, которые вам необходимо сделать в будущем. Это рекомендации. И эти рекомендации надо воспринимать таким образом, что вы сможете это сделать либо на следующий год улучшить что-то, или что-то вместе собираете и на 5 лет планируете добиться успехов. И необходимо двигаться вот от этого уровня дальше, что это не является каким-то наказанием, и не является, этот процесс не надо рассматривать как наказание. Это процесс обзора, оценки для того, чтобы страна стала лучше. И у вас есть разные ресурсы, и мы хотели бы показать вам, что мы подготовили все эти пособия, руководство, чтобы можно было отчитываться. И есть консультативная группа экспертов, они тоже предоставляют технические руководства, пособия для тех, кто готовит эти документы. И есть достаточная библиография, достаточно техническая документация, которая предоставляется секретариатом или нашими партнерами. Мы работаем с ЮНЕП, с ПРОН. Они работают, чтобы оказать поддержку странам. И я очень признателен нашим партнерам, потому что мы бы не смогли присутствовать здесь, потому что это сложно для секретариата быть во многих местах, особенно вот в этот период времени. И, конечно, есть разная информация, она доступна. Просто вам надо посмотреть, поискать эту информацию, спросить. И мы сейчас больше говорим о инструментах отчетности, и у меня только несколько слайдов и подготовлено. И что же происходит с самим процессом? И мы в основном говорим, что есть, опять возвращаюсь к идее 3 шагов. Первое, у нас Парижское соглашение, где стороны договорились и решили, что будет это РРП. И это называется ETF, это расширенные рамки прозрачности. И вот до этого называлось МРП. Это говорилось отчетно, это меры, отчетность, верификация. До этого в такую форму принимала. Но затем Парижское соглашение решило сделать лучше требования по отчету, процесс обзора, и поэтому назвали расширенные или усиленные рамки прозрачности РРП. Это вот Париж. Затем дальше проходили переговоры, и в ходе переговоров стороны решили, что необходимо дать больше объяснения, как это ATF должно работать. И это решение от CMA-1 пришло, это КОП, который проходил в Катовице, это вот то, что условия, процедуры и руководство были разработаны, как готовить ETF. И затем стороны сказали, что этого недостаточно, и поэтому необходимо нам знать, как мы бы должны отчитываться. И затем, что же произошло в Катовице, когда проходила конференция сторон? Стороны договорились, что, о чем отчитываться, и что будет, какая информация будет, о которой должны доложить стороны. Это МПГ. Затем сказали, что надо побольше времени уделить на то, чтобы работать вместе и разработать таблицы отчетности. И затем, через 2 года после Катовицы, после того, как пандемия произошла, через 2-3 года, и тогда конференция сторон не состоялась, а затем в 2021 году в Глазго, в конце 2021 года, стороны во время конференции сторон, они приняли решение, что таблицы надо принять, утвердить. И они справились утвердить 3 набора таблиц. Первое показал ранее, это общее,
Вот первое форматное, это УФО, а затем АТО, табличная отчетность. Затем они были переведены в новые инструменты. Вы увидите в следующие дни. И затем дополнительно стороны решили, что секретариат должен предоставить вот эти инструменты отчетности, прежде всего, как пилотные, для того, чтобы протестировать. Сегодня вот вы их видели. И затем итоговая версия к июню этого года будет подготовлена. В июне уже финальная версия этих форм будет подготовлены. Но надо будет провести технические тренинги, посмотреть, как они межоперабельны с программным обеспечением. Мой коллега Насиба покажет во время своей презентации по инвентаризации. И почему этот процесс был чрезвычайно сложен? И вы можете увидеть, как инструменты работают, вот, учитывая вот, сложность этих инструментов. Прежде всего, была идея заключалась в том, чтобы оказать поддержку глобальному анализу АНУФ, ETF. У нас 3 инструмента, и они все кажутся на первый взгляд похожие, схожие, но есть у нас общие подходы и рамки, структуры, которые стоят за ними. Это делает легче сторонам, у которых не так много ресурсов, использовать эти 3 инструмента. И, как я говорил, мы не начинали со своей стороны секретариата, мы не начинали с нуля. И также аналогичные инструменты в прошлом мы использовали. И мы также применяли знания, которые мы использовали для разработки предыдущих инструментов для сейчас. Затем мы использовали больше навыков ИТ, потому что ИТ-инструменты, которые вы видите, мы используем. Но самое большое... Самая большая сложность здесь в этом проекте заключается. э, Сложность как раз связана с техническим аспектом, да, технической сложности. Ну, во-первых, стороны запросили, чтобы этот инструмент работал и в режиме оффлайн. И мои коллеги в течение следующих дней вам покажут, что вот есть онлайн-инструменты, но как только вы теряете связь с интернетом, вы можете продолжать работу, но как только у вас связь восстановится, информация будет синхронизирована. Еще одной сложностью было то, чтобы обеспечить вот степень гибкости. И вы увидите, насколько, насколько сложным стал этот процесс, усложненным этот процесс стал, какие дополнительные нюансы появились из-за того, что некоторые страны просили предоставлением возможности отчитываться только там по определенной номенклатуре газов или только по определенным видам уязвимости. Кроме того, а, страны используют программное обеспечение МГИК и программное обеспечение МГИК для расчета своих выбросов. В некоторых странах используют свои национальные системы, но при этом во многих странах продолжают использовать программное обеспечение от МГИК. Но вот это, в принципе, хорошо, потому что программное обеспечение МГИК, оно дает нужную основу. То есть нужна основа, нужно знакомство. То есть есть там механизм, посредством которого можно взять информацию из МГИК, из программного обеспечения МГИК и экспортировать ее без особых там, сложностей. Да? Там при нажатии кнопки можно информацию легко экспортировать из программного обеспечения МГИК в этот пакет решений расширенного рамок прозрачности. Но вот я не буду слишком подробно усугубляться. Самое главное, что я подскажу вам, что это инструменты новые. И высказывались пожелания о том, чтобы там какие-то инструменты поменять, какие-то инструменты, точнее, оставить, какие-то инструменты продолжать использовать. Но мы сказали нет, потому что мы, это Парижское соглашение, мы 21 век, и это время открытых стандартов, это время, когда требования к безопасности информации повышены, время, когда необходимо, чтобы он был дружелюбный к пользователю интерфейс программы. И вот с нашей точки зрения мы считаем, что сами инструменты, они достаточно очевидные. То есть как только вы откроете инструмент, там уже, я думаю, ну, может быть,
Использовав немножко этот инструмент, вы его поймете. Там интуитивно понятно. Там будет легко будет понять, что к чему. Самое главное, если у вас есть предыдущий опыт участия в разработке кадастров, то многие вещи будут понятны для вас, интуитивно понятно. Но, тем не менее, определенный объем тренинга, обучения необходим, этим мы будем заниматься. И, кроме того, кроме того, также очень важно, что там один важный нюанс — это то, что в основе этого инструмента лежит там довольно сложные алгоритмы, сложные расчеты. Вам не обязательно знать все эти тонкости и нюансы, но просто разработка этого инструмента, она была как раз строилась по желанию специфики различных сторон. И если посмотрите вот на вот этот замкнутый круг, то вы увидите, да, что вам нужно, чтобы у вас были расчет данных, что у вас были метод данных, импорт, экспорт данных, отчетность, хранение и так далее, что все это было как бы лежало в основе того, что вы готовите. То есть то, что вы видите перед вами, да, это интерфейс. Но этот интерфейс должен строиться на основе вот этого, на вот этих вот семи моторов, да, можно сказать, семи моторов. И содержание каждого из этих моторов и каждого из этих блоков, она будет более подробно описана моими коллегами впоследствии. Хорошо, что теперь происходит или произошло с инструментами? Как я уже отметил, крайний срок для нас был прошлый год, чтобы предоставить сторонам пробные версии, и пробная версия была предоставлена в распоряжение стран к 15 августа. Первая версия была предоставлена 15 августа. Мы просили каждую страну назначить 3 пользователей. Меня постоянно спрашивали, почему только 3, почему не 10. Ну, просто если вы возьмете 200 сторон, умножите на 3, это уже 600 пользователей. И знаете, ам, работоспособность платформы, где работают 600 человек, да, и получение сигналов об ошибках в системе от 600 человек, да, это, представьте, если мы уже получили сигнал об этой ошибке до этого, и если к нам еще придут дополнительные 600 сигналов об этой же ошибке, представьте, какой объем коммуникации, информационного взаимодействия необходимо будет переварить. Я вот не знаю, а, я хотел просто уточнить у АПАЛ, может быть, есть какие-нибудь страны, которые еще не назначили 3 пользователей. А, Там, по-моему, есть 20-30 стран, которые еще не назначили 3 своих пользователей. И вот каждый раз, когда мы начинаем наши тренинги, мы обращаемся к странам, чтобы они ускорили процесс назначения своих пользователей. Может быть, даже если у вас нет достаточно времени или слишком много времени для того, чтобы подробно вот с этим инструментом поиграться, а самое главное, чтобы этот инструмент у вас была возможность открыть, посмотреть, ввести случайные данные, посмотреть, что происходит, как эти данные обрабатываются. Потому что рано или поздно, точнее, после 1 июля эти инструменты станут конечными. И все, ничего уже тогда поменять не получится. И вам с этими инструментами придется дальше жить. И у нас проводился семинар, тренинг в конце прошлого года по первой версии этих инструментов. И до КС в Дубае у нас была еще одна версия, улучшенная версия этого инструмента. Потом у нас было дополнительные тренинги в Дубае, там 15 или 16 тренингов в Дубае по всем инструментам. Мы обучили там порядка 500 человек. И у нас был ряд докладов, представленных странами, или точнее, обратная связь была получена от стран. У нас были предоставлено всего 11 докладов по обратной связи от стран о том, что им понравилось, что не понравилось инструментам. И последняя версия была выпущена в апреле, и в прошлом месяце у нас появилась последняя тестовая версия, предрелизная версия. И вот то, что вы перед вами будет, то, что вы версии инструментов, которые будут представлены вашему вниманию, это предпоследняя версия, или почти предпоследняя, или версия, которая скоро станет предпоследней. То есть у нас уже есть готовая свежая версия инструментов, мы просто ряд
моментов сейчас, ряд нюансов сейчас уточняем, но в ближайшее время у нас будет готова конечная версия инструментов. Она к 30 июня у нас будет опубликована. И вы, не слишком углубляясь в эти нюансы, более подробно об этом говорят мои коллеги, но вы можете увидеть общий объем этой тестовой версии, что включено в каждый инструмент. И вот мы видим, мы используем 3 инструмента. Это у нас кадастр парниковых газов, это первая общая группа, потом вторая общая группа — это прогресс, и вторая общая группа — поддержка. И у нас просто и мы не использовали сокращенное название, потому что если бы использовать сокращенное название, там были неудобно читаемые, нечленораздельные аббревиатуры. Поэтому мы решили выбрать 3 общих описательных названия. Первый — катастроф, второй — прогресс, и третье — поддержка. Нам, на мой взгляд, это более наглядно. То есть катастроф понятно, прогресс — вы описываете ход ваших работ, и поддержка — это вот финансовая часть. Что осталось сделать? Это мой заключительный слайд. Как я уже говорил, там есть определенные информационные вещи, да, или программные вещи, которые мы сейчас дорабатываем, некоторые ошибки, которые мы устраняем, и страны, страны настоятельно выразили свое предпочтение, чтобы была совместимость между инструментами программным обеспечением NGIC и данным набором инструментов, и проведение такого рода технических семинаров в таком формате, как сейчас. И это вот то, что предстоит нам в будущем, да, это проведение такого рода семинаров, учебных семинаров, как сейчас, и в июне опубликовать конечную версию инструментов, расширенных рамок прозрачности. И нам потребуется финансирование, естественно, для того, чтобы довести эти работы до завершения. Но это был мой последний слайд, и если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, обращайтесь, я только рад буду ответить на них. Спасибо. Спасибо.